выставке, посвященной первому профессиональному хормейстеру Якутии Февроне Баишевой, представлены практически все ее личные вещи – рукописи, комплекс документов и фотоархивов, библиотека, ее любимые сувениры, концертные платья. Практически все материалы переданы дочерью Феврони Алексеевны Татьяной Захаровной Чукпек-Баишевой. И, конечно же, некоторые вещи Феврония Алексеевна и до смерти нам передала нашему музею. На выставке также вы видите сценические костюмы Февронии Алексеевны Баишевой. И вот практически вся мебель, которая стояла у нее в комнате. И вот мебель в 60-х годах она привезла из Москвы, чешского производства. Так, вся ее библиотека. Выставка разделена на 3 больших блока – учеба и работа, семья, эпистолярный роман. В 1964 году она начинает вести вот такой разговорник, и она пишет: «В этом году я получила в декабре собственную двухкомнатную квартиру, живу одна, не с кем мне делиться с мыслями и решила вести разговорник. Рассуждаю сама с собой». И прямо вот практически до конца своей жизни она вела вот такие дневники. И можно вот по этим дневникам еще можно сделать, выпустить книгу, или можно создать еще какой-нибудь в виде экспоната, ну, фильм документальный можно создать. На выставке впервые выставлены личные переписки Февронии Баишевой с друзьями и весь эпистолярный роман с выдающимся музыкантом, певцом, хормейстером с Германом Перельштейном. В течение всей жизни они переписывались и несколько раз, конечно, встречались. Феврония Алексеевна в Литву тоже уезжала, руководя вот своим хором мальчиков здесь. До 1964 года переписку она сожгла. И она о том, что она сожалеет об этом, она здесь все об этом пишет. Потом с 1964 года по 1997 год все переписка у нас здесь. Музей музыки и фольклора народов Якутии приглашает гостей и жителей столицы на выставку феи музыки Февронии Алексеевны Баишевой, которая продлится до 18 ноября. Наталья Колесова, Дмитрий Сергучев. Новый день.